Новый год – это не просто долгожданный праздник, но и своеобразный дедлайн, когда мы подводим итоги, строим планы на будущее. Каким был 2022 год с психологической точки зрения? Как мы справлялись с вызовами и угрозами? И как в будущем должны справляться с такими проблемами? Об этом поговорим подробнее с психологом Алисой Хорава. Алиса, спасибо большое, что нашли время в эти праздничные дни с нами поговорить. Я понимаю сейчас, какая суета у всех. Поговорим о том вообще, каким был прошедший 2022 год для нас, для всех. Какие были вызовы, как мы с ними справлялись. Что было, на ваш взгляд, было вот самым главным, важным вот с психологической точки зрения? Вот с психологической точки зрения, вот я сужу, вот какие психологические проблемы возникали чаще, какой запрос как к психологам поступал. Вот лично ко мне как к психологу. Судя по этим вопросам, я бы сказала, большой дефицит вообще люди чувствуют именно в любви и поддержке. Многие люди чувствуют современности, вот в это время, я бы сказала, чувство одиночества. Даже среди семьи, вот я не говорю о одиноких людях, я говорю о людях, у которых семья, там дети, да, большая семья, но они могут быть одиноки даже в собственной семье. Это проблема таких межличностных отношений. Отношения не только вот семьи, отношения людей, но отношения и к работе, да, и к обстановке, что сложилось. Это проблема одиночества. Психологические проблемы такие, как чаще обращаются с большой тревожностью, с паническими атаками, реакциями, да. Также я бы отметила еще такую, вы знаете, как социальная агрессивность какая-то, вот, которую, наверное, вы замечаете. Да? Вот, люди очень легко возбудимы, напряжены, очень легко вступают в конфликты, в перепалки, даже на дорогах. Сейчас такое время, как все говорят, что за парковочное место могут убить. Но это действительно Да, ситуация вот сложная на такова, дорогах. да, вот ситуация и дефицит времени, на который все как бы жалуются. А на дефицит времени немного бы хотела остановиться, потому что нам кажется, всем не хватает времени, мы все спешим, вы сказали как раз перед вопросом, это суета. Я считаю, что это все можно сделать без суеты. Главное понимать, что я хочу, что я потребляю и для чего я это делаю, что оно мне дает. Вот эта суета, допустим, да, вот чего я боюсь не успеть. Вот вопрос вот в этом, да, вот если мы зададим себе эти вопросы, я думаю, мы спокойно к этому, более спокойно можем подойти. Но дефицит времени еще ощущается потому, я считаю, вот к вашему вопросу переходя, потому что на самом деле сейчас современное время, современное общество и нестабильность, которая в глобальном плане идет, и война, и санкции, экономическая нестабильность, это все быстро меняется. Очень быстро все меняется, и человек вынужден адаптироваться к такой меняющейся среде, информационной, больше я бы сказала, среде. А вот сейчас больше, если даже мы не находимся не в зоне войны, у нас идет информационная война больше, я бы сказала, вот в СМИ. То есть это последствия вот этой войны. Тогда можно ли человека упрекнуть в том, что он вот стал таким более социально, что ли, агрессивным? Ну, упрекнуть дела нет, но вот каждый может спросить себя, вот когда он сетует на вот это вот быстро меняющийся мир, и не в лучшую тенденцию, как все отмечают, да, вот и политологи, и экономисты, да, экономический кризис, политический кризис, война, непонятно, да, вот и все. Но в этот момент на самом деле легко потерять свое психологическое равновесие, да, свою гармонию. Но за то решение, за то поведение, которое мы проявляем, ответственны мы. Вот если это мы поймем, наверное, больше можем себя как бы контролировать наши эмоции, вот, да, кто я вот в этом мире и так далее. Знаете почему? Вот, хочу вам привести пример австрийского психиатра, наверное, все знают, Виктора Франкла, который в концлагере провел время с 42 по 45 год. Он сидел в концлагере, убили его отца, мать, жену, да, вот, и в то же время он помогал людям, он не потерял свою человечность. И мне нравится, знаете, вот в это время, может, кому-то оно поможет, и он говорил, быстрее ломаются те, кто ждет, что это скоро все закончится. Вот, то есть принять ситуацию. Принять ситуацию. Он говорил, быстрее ломались те, кто ждал, что это все быстро закончится. Вторыми ломались те, кто думал, что это не закончится.
выживали те, кто действовал здесь и сейчас, сегодня. Адаптировался. Он свое внимание, свое мышление акцентировал на свои действия. Да, кто он сейчас вот. А есть такие техники, которые позволят нам тоже наподобие вот этого психолога вести себя в каких-то ситуациях, как перестроить свой организм, как научить себя? Я много думала вот об этом тоже, как перестроить себя. Существует очень много техник, очень много направлений психотерапии, которые рекомендуют людям, как быть более стрессоустойчивым, как лучше адаптироваться к среде меняющимся и так далее. Но об этом и пестрит в это интернет, там сейчас, да, вот очень легко и доступно все стало. Есть много книг, которые рекомендуют, но я не вижу от этого, чтобы кому-то становилось намного легче, да, на какое-то время. Но возвращаясь к этому психиатру, который пережил на самом деле все ужасы, да, вот этой войны и концлагеря, он видел всю человеческую сущность, который сказал, вот, если мы знаем, зачем жить, вот какой наш смысл жизни? Вот что для меня, вот какой смысл, какая ценность для меня, да, вот. Если я определюсь с этим, я буду знать, как жить и зачем жить. Я бы так сказала. Хорошо, но вот когда мы говорим о празднике, о праздничных вообще днях, это же не просто торжество, не просто праздник, но и своеобразный вот триггер, как мы с вами до интервью говорили, подчеркивает вот это одиночество. Люди, которые остаются одни, да, у кого есть семья, родные, дети, но есть же семьи, кто остался один. Вот им как быть в этой ситуации? Знаете, вот эти вот праздничные, есть даже определенные даты, которые отмечены и отмечают многие психиатры и психологи в этот период, когда нарастают и какие-то заболевания психосоматические, те же панические реакции, те же суициды. Они все обостряются именно в этот период, потому что вот этот вот праздник, наблюдая, скажем, вот вы сказали, люди одинокие, как они вот социально незащищенные слои, допустим, общества, да, кто-то, кто хочет, но не может себе это позволить, да, этот праздник. Ну, даже социальная реклама, она вот с таким каким-то оттенком, с таким праздничным, с таким теплом, с такой любовью, да, вот оно идет, с таким теплом, если мы замечаем, друг другу дают подарки, обнимаются, такие счастливые, красивые. Ну да, и акцент на семью, как чаще всего. Акцент на семью, да, вот это картинка того, когда человек начинает ощущать, вот у них все хорошо, настолько, а у меня плохо, да. Но вот в этот момент вот мы подходим еще к одному, вот к этой информационной войне, которую вам говорила в медиапространстве, которая немного иллюзорна. Да? Мы же в этот момент не представляем себе, что это актеры. Мы в этот момент не представляем себе, что это все приукрашено. У них, как и у нас, масса проблем. У них, как и у нас, возможно, мы же не знаем, с чем они сюда пришли, под какой маской вот этой социальной роли они исполняют, да. Я не говорю, что все должно быть плохо, нет. Но вот внутреннее ощущение себя, вот обратно возвращаясь к этому вопросу, что нам поможет полюбить себя, поддержать себя. Вот что помогает человеку, это поддержка. Вот жалость к себе и агрессия к себе, почему, да, вот я так, у меня там, значит, что-то не то сделал, да, вот, или как-то наоборот, агрессия на общество или на себя, там оно подразделяется либо на аутоагрессию, либо наоборот, да, вот. Но вот в этот момент, если мы это не поможет человеку ругать себя и жалеть себя. Оно, наоборот, обостряет вот эти его чувства. А вот поддержка – это то, что ему поможет. Поддержка себя. Что значит поддержка себя? Это любить себя, это понимать себя, это не винить себя, это быть самодостаточным. Я думаю, есть как выход ближайшие либо друзья, либо соседи, кого можно поздравить, кого можно позвать, почитать любимую книгу, открыть, налить себе фужер вина, я думаю, это доступно будет кому-то. И мандарины, которые сейчас, кстати, очень обильно на рынке, не такие дорогие, тоже себе может человек позволить, да, вот запах ели, вот одной веточки тоже, я думаю, каждый сможет себе позволить. Правда, Нала? Да, действительно, тепло всегда можно кому-то адресовать. Что мы хотим потреблять и сколько мы хотим потреблять. Вот в этом вопрос, это, возможно, навязанные, да, вот какие-то мысли, идеи, что должно быть именно вот так вот.
должна быть именно, как мы с вами говорили, вот такая елка, вот такая игрушка. А от кого она исходит? Да, вот от медиапространства, так, от каких-то блогеров, от каких-то артистов, да, там и так далее. И если этого у меня нет, я менее счастлива. А если задаст этот вопрос себе, если этого нет, да, вот неужели зависит, допустим, мы к праздничному дни, от каких-то украшений мое счастье? Я могу поставить себя на чашу весов. Да? Если так начнем мыслить, я думаю, нам станет намного легче. Мы должны выбирать себя. Но с другой стороны, вот человеческая сущность, она такова, что человеку всегда хочется больше, чем у него есть. С одной стороны, это такой двигатель прогресса в том числе. Конечно. Смотрите, вот мы подходим к такому вопросу в современном обществе, как вот стрессы, да, ежедневные стрессы, которые у нас, и как мы можем с этим стрессом справиться. И тут вот к изменяющейся такой быстрой среде, нестабильности, да, вот человек, когда не уверен в своем завтрашнем дне, на самом деле ему очень тяжело. И больше тревоги, да, вот когда он не видит эту стабильность, он боится, он как бы хочет, как было возможно, не знаю, как было, и когда зацепка идет ко времени, зацепка к одному, да, вот, и когда ожидаешь чего-то, ты непосредственно идешь к тому, что ты будешь разочарован и опустошен, и от этого больше чувство одиночества получается, и поэтому момент адаптации тут встает, тут очень много зависит от нашего мировоззрения. Вот именно процесс адаптации и от нашего интеллекта тоже, от той мысли, которую мы проявляем. И я бы сказала, что наше общество, вообще механизм адаптации во многом зависит, как я вам сказала, от этого, от интеллекта, от мировоззрения человека, и плюс ко всему, помимо этого, и от самой среды, в которой мы живем. И от того общества, насколько оно прогрессивно, насколько она понимает, да, вот себя, свои нужды и так далее. Потому что эмоции имеют такую тенденцию, как синхронизироваться. Да, вот мы же наблюдаем в обществе одинаковые какие-то эмоции, ты думаешь, как будто не подвержены. Да, вот есть такое понятие, как психология толпы. То есть потому что мы заряжаем друг друга, как и положительными, так и отрицательными эмоциональными, да, качествами. Согласна, кстати, вот даже на себе ощущаю. На себе ощущаем ажиотажность, даже все бегают, а я стою, куда-то надо мчаться. Знаете, когда был вот дефицит продуктов, да, помните, потому что все скупалось, да, как бы человек мыслил, реально это не может быть, это сейчас страх, так дальше не пойдет. Все бегут, значит, что-то не так. Подвергался, да, этому всеобщему возбуждению, он все равно да что-то покупал, согласны, да, с этим. Вот это вот такого вот идет. А вот, знаете, как это вот экономисты больше знают, когда становится дефицитом продукт, да, вот, когда он заканчивается, когда на него спрос большой. Если мы будем с вами сейчас покупать, допустим, технику одной фирмы в одном магазине скупать, они будут его через неделю, допустим, заводить еще в большем количестве другие магазины, но цены в разы вырастут. Так что мы сами назначаем это рост цен. То есть вот как интересно. И поэтому, когда мы задумаемся, что я потребляю, смогу ли я все это потребить, а нужно ли мне это, для чего мне это нужно, и кто я здесь и сейчас, да, вот, и в это даже непростое время, как сказали, как себя поддержать, помочь другому тоже, чтобы понять, люди помогают, кстати, другим людям из-за благих намерений, естественно, но в то же время для того, чтобы почувствовать себя лучше тоже. Помогая. Ты делаешь себе. Ты делаешь и себе вот хорошо в это время, тебе становится хорошо. Знаете почему? Потому что ты чувствуешь свою значимость. Вот человеку необходимо чувствовать свою значимость. И поэтому, когда такие неурядицы, мы чаще начинаем вспоминать свои неуспехи, неудачи, чем успехи. И как рекомендация, на самом деле, вспоминать те удачи, успехи, которые у тебя были. На ваш взгляд, вот в новом году, что из того, что мы о чем поговорили, сохранится? Какие тенденции, тренды сохранятся? Как вы думаете? Я думаю, вот чему научил нас 22 год? Я думаю, 22 год должен был нас научить быть более разборчивым в информации, да, которую мы получаем в потоке информации, в век вот цифровизации, да, вот электронной такой и так далее, не быть втянутым в этом, да, вот, потреблять меньше информации потоком, который на нас льется. Человек должен обработать эту всю информацию, он не способен это адекватно
обработать. Во-первых, мы не знаем этот поток информации, от которого это все дулется, оно правда или ложь. Да? Вот. И поэтому, если мы будем потреблять меньшее количество того информации, которая есть отовсюду, начиная и рекламы всего, да, вот нам станет легче по 10 минут хотя бы, утром и вечером. Каждый раз не залезать в эти социальные сети, да, вот что они нам дают, кроме того-то чего-то, да, вот кто я в этом мире, да, вот в нем, да, вот неужели я завишу от того, что вот говорят столько. Но есть категория людей, почему постоянно смотрят негативную информацию, вот новости и так далее, а вот ты не смотришь, а ты вот упустишь, а вдруг что-то не услышишь. Но с другой стороны, боишься. знаешь, значит вооружен. Вот смотрите, я вам скажу одну вещь. Давайте небольшой анекдот. Это когда был культ личности Сталина. Один человек все время, каждое утро в киоске покупал газету, смотрел первую страницу и кидал в мусорную урну и шел дальше. И так это продолжалось в течение долгих месяцев. И уже продавец не выдержал и спрашивает, а что вы ищете на первой странице? Он говорит, некролог. Он когда негролог на последней странице, то, кого я ищу, он будет на первой странице, понимаете? А это говорит о том, что главную новость вы не упустите. Да, она сама найдет. Но не то, что само, вот я не говорю постоянный поток слушать. У вас есть на это время, вот в день, послушать утром, вечером. Все понятно тогда. Но с другой стороны, вот экономическая ситуация, которая нахлынула, мы вначале так вот истерически, можно сказать, к ней отнеслись, потом приняли. Но можно же было какие-то эксперты, если почитать, там можно было что-то предугадать. Вот я, например, иногда думаю, а если бы я заранее знала бы, вот иногда хочется просто что-то знать заранее, чтобы смотрите, опять вы говорите слушать кого-то, кого мы слушаем политологов, да, с прогнозом на то, что может быть, мы слушаем экономистов, мы слышим бизнесменов, которые нам говорят, куда лучше вложиться или куда инвестировать, да, вот. То же самое, почему мы не можем их сравнить и с другими медиаизвестными личностями, которые нам говорят, как правильно одеться, как правильно воспитывать, как правильно говорят. Получается, я ничего не знаю, а все вокруг знают, понимаете, когнитивный диссонанс, и я не знаю, куда примкнуть. Вот этот вопрос многих тревожит, да, момент упущенности. И чтобы этого не было, вот к чему опять мы возвращаемся, это доверие к себе, это четкое, вот я доверяю этому человеку, почему, и какие прогнозы он давал, какие прогнозы его сбылись, допустим, да, вот. Единственное, что мы должны помнить, вот в хаосе, вот я сейчас считаю, вот есть небольшой хаос, непредсказуемость, война это непредсказуемо никогда, поэтому в это время на самом деле прогнозировать очень сложно. Прогнозировать очень сложно, мы должны думать, мы же со страхом смотрим на будущее, что будет, но мы не знаем, какое, но оно будущее реально, правильно? И мы настолько со страхом смотрим на то, что сбудется, либо не сбудется. И мы свою жизнь тратим на то, что может быть или может не быть, вместо того, чтобы быть здесь и сейчас, в начале, о чем я с вами говорила. Как психолог, как вести себя как психолог. В следующем году все-таки, как вы думаете, что останется? Какой из трендов останется и какой будет главный? Я бы хотела сказать, что должно остаться, и оно останется во все времена. Это на самом деле любовь к ближнему, вообще к людям, к природе, к искусству, к культуре. А если оно останется, мы сохранимся как люди. И оно должно остаться. Все равно у нас есть тенденция у людей сплачиваться. Да, когда что-то объединяемся мы общими усилиями, сперва, как вы сказали, на всю негативную информацию, на утрату, на боль, на потери близкого, на войну у нас шок. Затем идет отрицание, да, всего этого, гнев, депрессия и опять надежда, да, которая есть. Я думаю, все равно мы не утратим это чувство, и это чувство сохранит многих людей. А что хотели бы пожелать? Я всем хочу пожелать на самом деле гармонии с самим собой, побольше поддерживать и любить себя, и быть открытым, не бояться. И когда ты открыт новому, хорошему, как мы сказали, эмоции, как и положительные, отрицательные, они имеют способность такую генерироваться, синхронизироваться, то это тоже может синхронизироваться, да, И когда мы поймем, да, что мы люди, и мы хотим жить, мы будем это делать, я надеюсь, это всем сердцем, всей душой. Да, действительно, эмоции даже в семье, когда у одного человека хорошее настроение, он этим заряжает семью, и также вокруг себя появляется надежда у других, что все будет. Действительно, я тоже хочу к вашим пожеланиям присоединиться. Пусть
каждый пусть в своей семье будет счастливым, и синхронизируется это счастье Синхронизируется на это все, счастье, мы это на всё сможем. Да? Вот общество. в этом обществе, если мы больше будем доверять себе, а не говорить, что я могу, а делать то, что я могу, вот здесь и сейчас. Спасибо, Алиса, вам. Спасибо Счастья в вам, новом счастья году. вам всем в новом году. Счастье всегда и везде, но мы, чтобы счастье мы не ждали, вот как все поглощающее, что оно должно случиться. Мы не должны забывать, что счастье может быть в любую секунду, в любое время, вот, и оно не имеет такую тенденцию быть там постоянной, да, вот, но оно имеет тенденцию случаться быть, да, вот, чтобы мы всегда не упустили ее за погоней за каким-то Счастье в нас, иллюзорным в счастьем. наших Счастье глазах, в нас, в нашем отношении. в Это нашем отношении к действительно себе, к главное другу. понять это, понять и найти в себе вот этот потенциал.